нам хочется, чтобы там появился типа спорткомплекс, где люди могли заниматься. Вот вы говорили про демографию. Конечно, демография в 3 направлениях. Один из них это продление жизни и вот здоровый образ жизни. И как раз по здоровому образу жизни вот этот спорткомплекс помог бы. Ну, был бы с бассейном, там, чтобы люди могли туда ездить, потому что там 5 километров, где-то радиус около 10 километров уже будет немного. Вы нам поможете в этом вопросе или нет? Мы ежегодно мучаемся, вот глава сельских поселений, собираем налоги, местные налоги, которые в наш бюджет входят. И иногда вот такие вещи получаются, что вот налоговые органы, до налоговых органов, вернее, из налоговых органов до налогоплательщика не доходят документы, квитанции. И они вынуждены, старики живут в основном вот в некоторых селах, 76-80 лет, они вынуждены прийти в налоговый орган, Октаныш, где-то 45 километров, и получить вот это уведомление. В этом году лишнее присутствие необходимо, потому что паспорт и заявление должны писать и так далее. Я бы попросил вас в своем Госдуме рассмотрели вопрос передать некоторые функции налоговых органов главам местного самоуправления. Какие? Вот мы могли бы скачать уведомление налогоплательщику, который, как многопрофессиональный центр, вот такие вопросы решать. И еще один вопрос, вот взносы налогоплательщиков мы могли бы привлечь к ответственности. Вот 2 вопроса, которые могли бы решать вот этот вопрос. Село развивается, является неким центром, даже вокруг него еще много сел, да? И поэтому, конечно, обустройство села – это очень важная задача. Я все инициативы района поддерживала и буду поддерживать. С Энгелем Наваховичем мы в этом году договорились, какие мы будем в первоочередное, значит, трогать, какие двигать проекты. Мы обязательно, думаю, в ближайшие годы будем искать решение и поставим ваш вопрос. Во всяком случае, я встречаюсь ежегодно, я встречаюсь много раз с каждым министром в году и с республиканским, и в Министерстве совещания организовывают по развитию округа и федеральном министерстве, и мы обговариваем о том, как будет каждый район моего округа развиваться. И вот при встрече с министром спорта, с Владимиром Леоновым, еще раз подниму этот вопрос. Мы будем вместе искать, как его решить, какое финансирование найти, откуда привлечь, потому что вопрос ведь в деньгах стоит, так ведь? И думаю, я считаю, что когда берешься за работу, пусть не сразу ничего не бывает, все равно решится. Обязательно записала ваш вопрос, горячо поддерживаю, что сегодня очень молодежь относится трепетно к развитию инфраструктуры именно спорта. Молодежь стала меньше курить, пьет, занимается спортом. Это очень хорошо. Это и долголетие, и здоровье нации, и порядок в доме, о котором мы говорим. Да? Поэтому будем обязательно этот проект взяли на карандаш, будем сейчас обсуждать, как его мы сможем реализовать. Что касается налогообложения, то, что старикам приходится ходить за много километров, за квитанции не доходят, я с этим обязательно разберусь, потому что так не должно быть. Как это решить передачей функций или через МФЦ, или через личные кабинеты? Потому что сейчас государство стремится на федеральном уровне, политика, работы налоговых органов заключается в следующем. Государство должно работать как сервис для населения. Оно не должно быть каким-то жандармом, да? Это население отдает часть своих доходов государству для того, чтобы оно реализовывало значимые социальные задачи. Безопасность, развивало здравоохранение, строило дороги, да? Занималось экологическими вопросами, помогало тем, кто нуждается в помощи. Поэтому недопустимо, чтобы старики, да и не старики тоже ходили в налоговые органы куда-то за квитанциями. Вот эту ситуацию разберу. Как мы ее решим, не знаю, но мы обязательно сделаем так, чтобы такого не было. Хорошо? Я прям с налоговыми органами отдельно по этому вопросу собираюсь.